Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Полнолуние, еще и лунное затмение, конец коридора затмений. Что ждет, что откроется, что в жизни вашей прояснится. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А вас корона ждет. Вам небеса корону приготовили за пройденные испытания, за разрушенные замки, за слезы еще кому-то идет, за какие-то обиды, которые вы пережили, за испытания, которые пережили. Вам высшие силы корону приготовили. Корона — это очень серьезная награда. Корона — это и повышение статуса, и подарки, и признание, и власть, и возможности. Серьезная награда вам идет. Сами небеса на руках вам корону протягивают. Вы корону обретете, вы коронованной особой станете. И здесь не люди вас коронуют, здесь высшие силы коронуют. Это прям особая честь и привилегия. Смотрите, все ваши слезы, все ваши старания, вся ваша борьба, сопротивление, все было не напрасно. Награда, вас ждет награда. Как проиграется корона конкретно в вашей жизни, я, к сожалению, не скажу, потому что это общая отсыпка. Но это будет что-то грандиозное, прекрасное, чудесное, незабываемое и мега приятное. Это то, что вы должны для себя знать. Еще я вижу, что вы получаете корону, при этом какая-то другая женщина получает буквально палкой по спине и спину свою ломает. То есть вас наградят высшие силы, а какую-то женщину очень сильно накажут. Прям палкой по спине, таким дрном огромным, да, ломом. И она прям спину ломает, падает. То есть вас возвысят, ее с ног собьют, еще и спину сломают. Как-то так. Не в прямом смысле слова, не пугайтесь, хотя кто его знает, пути Господни, они неисповедимы. Но вот что-то ее страшное ждет, какое-то прям страшное падение. Женщина — это самый страшный ваш враг. Она делала все, чтобы выгрызть вашу жизнь, чтобы вам было плохо. И как вы без вины виноваты из-за нее были. Там могла и подставить, и оболгать, и предать. Там много всего было. У высших сил терпение закончилось по поводу этой женщины. Уже как полностью испорченная, нет и пути к прощению. А вам, наоборот, за ваши страдания, за ваши потери, за ваши слезы корона идет очень сильно. Тут очень сильная энергетика идет от этой отсыпки. Дальше, мои хорошие. Вы чью-то сердечную тайну узнаете. Человек перед вами свое сердце откроет. Либо это какой-то знакомый человек, и человек вам расскажет, да, о своих каких-то чувствах, переживаниях, эмоциях. Либо это идет как именно к вам любовное признание. Да, человек перед вами раскрывает свое сердце. У кого-то еще отыграется, что это человек из вашего прошлого, с которым уже все мосты сожжены. Этот человек может вот неожиданно появиться в вашей жизни и так вам и сказать, что да, я пытался разлюбить, я пытался строить свою жизнь, пытался с другими женщинами общаться, но вот как с тобой, ни с кем не получается, да, никому сердце не лежит. Я вот за это все время, да, помытарился и понимаю, что люблю только лишь тебя. Вот такое, знаете, вот мне идет еще запоздалое признание в любви. То есть когда-то вы очень ждали этих слов, надеялись их услышать, но не услышали. А теперь уже прошло очень-очень-очень много времени, и этот человек раз такой и признается. Вы, конечно, будете шокированы, но я не вижу, что вы в каком-то там полуобморочном состоянии, либо в обморочном состоянии. Наоборот, я вижу улыбку на вашем лице. Что бы это ни значило, вы будете улыбаться.
То есть вам не противно это слышать, но как бы вы улыбаетесь. Какая-то улыбка позитивная, либо саркастическая, это уже там вы сами решите, да, сами поймете. Так, еще какой-то сложный вопрос начинает решаться, как будто бы тает лед, колется, и вот лед идет по реке. Может, действительно прямая отсылка, когда будет таять лед, вот тогда и начнет решаться ваш вопрос. А может быть, это в эзотерическом смысле имеется в виду, что уже процессы запущены, и этот лед скоро уйдет. И река будет течь свободно, быстро и бурно, и то, что долго было в застое, наконец-таки не только выйдет из застоя, но и очень быстро решится, очень благополучно для вас решится. Либо ждите, пока лед растает, либо вот уже сейчас это начинается, буквально там со дня на день, да, придут очень хорошие новости, либо вы узнаете, что вопрос вот действительно решается, что-то идет в гору, причем в лучшем виде для вас именно, да, в плюс для вас решается. Дальше. На сухом дереве цветы появляются, цветы. Но тут, наверное, все-таки больше про семейные отношения и про то, что, например, долго в семье детей не было. Да? Здесь хорошие прогнозы, либо конкретно вот беременность, да, либо пойдете к специалисту, специалист посмотрит ваши анализы и скажет, что все в порядке, да, родим, забеременеем, родим. У кого-то, возможно, это даже не ваша беременность, но и беременность каких-то ваших близких, родных людей, там, дочки, невестки. У кого-то из вас по этим знакам еще может отыграться возврат чувств и эмоций в семейную пару, которые уже и позабыли, что это такое. Да? Люди там несколько десятков лет вместе живут и живут уже как просто родственники. Да? Вернутся эмоции, любовь, нежность, вот эти желания всякие плотские вернутся. Да? Нормально заживете. Прям цветы, цветы на дереве. Красота, весна, да, вот весна возвращает. Так, и еще, мои хорошие, я вижу человека на вашем пороге, идет филина вам несет. А вы знаете, а у этого человека совесть таки есть, и совесть не спит. Совесть ведет этого человека с каким-то покаянием, признанием. Этот человек тайну раскроет. Тайну, то, что скрывалось от вас днями, месяцами, у кого-то даже годами. Человек придет и так и скажет, что я больше не могу молчать. Да, прости меня грешного, либо прости меня грешную. И давай вам, значит, там каяться и рассказывать. Возможно, частично вы знаете, о чем речь. Да? Вы этого филина уже видели. Но что конкретно под крыльями филина спрятано, вы не знаете. Для вас будет масса открытий. Много удивительного услышите, и даже какая-то дилемма появится. Дилемма, да, как решить, как поступить, как дальше действовать. Но главное, что вот серьезная тайна в вашей жизни, либо вокруг вашей жизни, она раскрывается. Человек придет сам покается, сам признается, сам все расскажет. Ну, либо сама, да, это может быть и мужчина, и женщина. Дальше. Здесь какие-то промедление, волокита с документами, с бумагами, с казенными вопросами. Вы знаете, вот тут можно смело сказать, что после полнолуния вам какая-то опция откроется, доступ появится. Возможно, есть какие-то специально обученные люди, которые имеют там короткие дороги, либо короткую руку, да, чтобы нужные дела решать. И вот вы на этих людей выйдете, либо кто-то подведет, познакомит, либо кто-то рекомендацию вам даст. И это прям очень хорошая возможность свои вопросы очень быстро порешать и нужного добиться. Может быть, да, придется какую-то денежку за это заплатить, потому что безвозмездно практически ничего не делается. Но с другой стороны, это лучше, чем все те потраченные нервные клетки, которые уже ушли и еще могут уйти, если будете самостоятельно добиваться. Вот как-то очень, очень легко можно все порешать. И вы будете рады, вы очень будете рады, что вам эта возможность открылась. И вы, возможно, готовы были бы и больше заплатить, да, если бы раньше знали. Но вот всему свое время, как говорится, да.
этот вопрос тоже решается. Решается очень легко, комфортно, вам даже и делать ничего не надо. Ну, деньги заплатили, сидите, ждите, вам принесут результат, прям в руки принесут, отдадут. Хороший знак. Дальше показывают крокодила. Крокодил большой, но беззубый. То есть, да, внешность пугающая, но человек там не опасный. Да? Ну, зубов нет, ну что он вам сделает? Оближет вас что? Ничего. Проглотить не проглотит, это точно. Если проглотит, то подавится, выплюнет. Знаете, вот как мне идет, что вы кого-то перестанете бояться, либо вы про кого-то узнаете, что человек, да, внешне выглядит устрашающий, грозный, но на самом деле абсолютно безопасный, и нечего бояться, нечего стращаться, и можно даже как-то коммуницировать, да, взаимодействовать, ничего плохого в этом нет. Возможно, у кого-то даже идет, что вы с этим крокодилом еще и подружитесь. Да, и дружба будет у вас такая крепкая, сильная. Ну, по крайней мере, страха точно не будет. Почему-то мне еще подсказывают, что это человек какой-то начальник, руководитель. То есть кажется, что классный мужик, либо очень хорошая женщина, да, душевная. И прекрасные отношения. Да? У вас впереди прекрасные отношения, потому что вы перестанете бояться, и человек вам, ну, откроется, как оно есть. Да? Как оно есть. Может, человек вообще крокодилом стал, потому что пришлось, потому что никак по-другому на такой должности не удержаться. Нужно иметь такой имидж. Но зубов нет, значит, не покусает. У кого-то, да, вот как на пороге дружба с руководителем своим личным, ну, либо с каким-то другим человеком, кто занимает руководящую должность. И да, если у кого-то соседи такие страшненькие, ну, в плане там кажутся очень нелюдимыми, агрессивными, то все окажется очень и очень прекрасно, да, нет агрессии, наоборот, просто у человека такой внешний вид, либо имидж. Дальше, мои хорошие, тут по радуге вы бежите. А радуга такая длинная. Бежать и бежать. Радуга — это всегда радостные события, счастливые события. И очень часто в жизни человека отыгрывается как белая полоса. Ну, в принципе, логично, да? Коридор затмений закончился, хоть еще и ретроградный Меркурий, но все равно вот эта смута, сомнения, переживания, застои, они остаются позади. Вот прям по радуге бежите. И каждый день вы боитесь спугнуть это свое прекрасное настроение, либо эти свои светлые дни, но вот продолжаете бежать. Ускоряются события, вам легко, вам хорошо. Кто-то выйдет из затяжной болезни, прям прекрасно себя почувствует. Ну вот я вижу бегущего по радуге человека. Очень хороший знак. Дальше. Очередь какая-то, очередь. Вам то ли кто-то очередь займет, либо кто-то вас без очереди пропустит. Прям такой добрый жест в вашу сторону, а вы этого не ждете. То есть, возможно, вы подойдете к какой-то очереди, посмотрите, что там 100 тысяч человек, скажете: не буду, все равно не достанется. А вас кто-то окликнет и скажет: давай, вот я тебе очередь заняла, либо давай тебя пропущу вместо себя. Человек невероятно по-хорошему, по-доброму к вам относится, ну и вот такую вот прям вам прекрасную услугу делает, да? Очередь занимает, либо пропускает вас. Ну, явно у человека к вам симпатия как минимум, а как максимум, скорее всего, человек в вас влюблен. И, возможно, это и есть ваш тайный поклонник, который, да, о вас озаботился и очередь вам занял, ну, либо сам стоял, чтобы потом вам уступить. Слушайте, прям будете тронуты. Присмотритесь к этому человеку. Непростой это человек, либо может кем-то стать в вашем будущем. У кого-то суженым, а у кого-то просто хорошим другом, защитником, помощником. Почему бы и нет? Дальше. Я вижу человека на коне. Едет как-то неуверенно, но лиха беда начала, да. Надо еще потренироваться, попрактиковаться, и все будет идеальненько. На коне едет. То ли вы на коне сядете и поедете, то ли кто-то из ваших близких. Ну, допустим, что значит конь? Это может быть и транспортное средство, да, кто-то водит, либо у кого-то есть права, но вы давно не водили. Ну, вот придется, да, придется, и вы будете водить. Немножко неуверенно сначала, либо с опаской, а потом как попривыкнете, так будете гонять, как стритрейсер, как автогонщик. Но у кого-то идет, что работа, да, новая работа. И сначала как-то, боязно, да, либо не все понятно, а потом
наловчитесь и будете скакать еще и галопом, еще и препятствия будете брать. Ну, идеально, идеально. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, потому что конь в правильном направлении двигается, слева направо, и показано, что все будет хорошо, все впереди. Дальше. Тайна проблем работы, на работе, в бизнесе. Вот есть какая-то тайна, вы чего-то не понимаете. Вы не понимаете, почему вас не замечают, почему не повышают, почему, там, не знаю, сквозь зубы с вами разговаривают, там, коллеги, начальство. Вот какая-то загадка, тайна есть. А у кого-то, например, бизнес свой, и вы все делаете идеально, правильно, стараетесь, вкладываетесь, а отдача никакая, да, никакая. Люди там не хотят идти, либо вообще плохие отзывы оставляют, либо буквально игнорируют, избегают, да, там, интересуются, но на прием там, не приходят, да, либо интересуются, но не заказывают. Да. Вот вы узнаете тайну. Я вижу, что за этой тайной стоят двое, мужчина и женщина. Возможно, они пара, возможно, они муж и жена, возможно, они кто? Отец и дочь, либо мать и сын, брат и сестра могут быть. Но больше мне идет, что все-таки они пара. Оба как два сапога пара, да, алчные, очень любят деньги. И вот они стоят за этой тайной. И за этих двух товарищи, хотя какие они вам товарищи, у вас были проблемы на работе, либо вот серьезные проблемы в бизнесе могли быть. Но вы все узнаете. И чем, вот как мне идет, да, Луна становится меньше, тем больше и больше правды вы узнаете. Сейчас у нас полнолуние, и Луна пойдет в спад. Да, она будет уменьшаться день ото дня. И вот чем меньше становится Луна, тем больше правды вы узнаете. Каждый день что-то будете узнавать. Вот знаете, по крупицам, но собираете всю картинку, да, полный ответ, почему так произошло. Когда вы узнаете правду, что случилось, вот полностью информацию получите, вот я вижу, что вы будете действовать. И действовать вы будете наотмашь и еще и беспощадно. И этих людей вы точно не пожалеете. Я вижу, что вы для этих двух как погибель, как палач вы для этих двух. Но опять же, палач почему? Потому что если бы они вас не трогали, то и вы бы палачом для них не стали. Ну, что значит простить? Такое не прощается, а по-другому никак. Тут либо вы прощаете, либо наказываете, потому что они и дальше будут гадить и вам вредить. Ну, вижу вас палачом. Хоть, может быть, для вас это будет роль новой, но, тем не менее, вы их погибель. Вот. Если бы они не лезли, все бы было нормально. И у вас, и у них. Но они полезли к вам, и из-за этого все будет очень плохо для них, вы их точно не простите. Даже если простите, они не остановятся, все равно придется пресекать их эту дрянную, грязную, черную деятельность. Дальше. Был костер, он потух, но угли еще не потухли, они еще тлеют. То есть есть возможность, либо вы узнаете, что есть возможность что-то повторить. Вот что-то было, оно закончилось, а теперь вы можете еще раз повторить. Костер был на вашей стороне, то есть это было хорошо для вас, либо благополучно для вас, либо вы что-то поимели на этом. Вы можете повторить. И не просто можете, вы должны повторить, потому что это на благо вам. Вот, мои хорошие, надо повторять. Угли еще тлеют, значит, что вам нужна либо бумажка, либо это сено, может, какие-то опилочки еще возьмите. И побольше этого бревен, да, бревен берите, чтобы горело долго, чтобы горело ясно, чтобы вы уже по полной еще раз изъяли себе каких-то благов, либо возможностей. Да, не ленитесь, да, это самый главный как нюанс, да, лениться нельзя, нужно действовать, тем более это для вас, это на вашей стороне. Дальше, женщина от мужчины получит предложение, а мужчина получит предложение от женщины. Такого предложения вы еще никогда не получали. И еще я вижу, что вы с этим предложением, благодаря, вернее, этому предложению, можете во многом улучшить и изменить свою жизнь. И не только свою, но и, например, своей семьи, либо своих там, родственников, допустим, даже, возможно, подруг. Вот. Так что
не думайте долго, принимайте это предложение, меняйте и свою жизнь, и жизнь своих близких. Возможно, это любовное предложение, да, ваш любимый, который живет где-то в другой стране, такой говорит: все, люблю, не могу, приезжай, поженимся. Вы к нему приезжаете, вы женитесь, а потом вы потихонечку свою семью туда перевозите, да. Хорошая страна, хорошая жизнь, не знаю, там теплая, допустим, страна, и вам будет хорошо с любимым рядом, и деткам вашим будет хорошо, и родителям, там, братьям, сестрам, ну, кого перевезете, того перевезете. И то же самое мужчина от женщины такое же предложение может получить любовного характера, делового характера, ну, любого характера. Вот главное, чтобы вы долго не думали и не отказались. Потому что если откажетесь, ну, понимаете, навряд ли вы в ближайшее время еще такое предложение получите. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте повнимательней с предложениями. Так, дальше, мои хорошие. Вот вижу, что для вас большой тайной является какой-то процесс, который сейчас происходит. Какие-то люди что-то делают, чем-то занимаются, куда-то ходят, с кем-то общаются, пишут какие-то, не знаю, письма, заявление, что-то, вот какая-то деятельность идет. Вы про эту деятельность либо совсем ничего не знаете, либо вы что-то слышали, но вы не верите, что это сработает, да, что получится что-то, что будет какой-то результат. Но на самом деле здесь такое поднимается. Здесь не просто результат, здесь какой-то вау-эффект. Супер результат будет. Вот эти люди, которые сейчас суетятся, они такого добьются. Ну вот прям небывалого, сверхъестественного, чего-то очень сильно благоприятного. Какая-то, вот знаете, как решение глобальной проблемы, либо разрешение какой-то глобальной проблемы. Может быть, это как-то связано с какими-то блоками, запретами. Либо это связано с невозможностью обычным людям чего-то добиться, что-то получить. Вот идет бурная деятельность и очень эффективно идет на самом деле. Почему вы об этом не знаете? Ну, разные могут быть причины. Может, потому что это не сильно афишируется, а может, действительно, потому что вы в это не верите. Вы человек, который многое повидал на своем веку, и много несправедливости, нечестности видели, и вы, скорее всего, так рукой махнули, думаете: как всегда, да, будет сопротивление, людей разгонят, ничего не случится. Но нет, только не в этом случае. Вы знаете, такое будет, такое, для вас как чудо, да, как чудо, очевидное, невероятное. Очень много разговоров будет и очень много радости будет. Вот инициативная группа, хочется сказать, да, вот небольшая группа людей сейчас пороги оббивают, с разными людьми общаются, прям добиваются, требуют, и они добьются для всех. Ну, такие вот, знаете, как герои, да, герои, которые в одиночку борются, но они добьются, и это будет для всех, и для вас в том числе. Вот что-то невозможное станет, мало того, что возможным, реальным станет, да, и каждому придет. И вот какой-то сверхрезультат мне еще идет, сверхрезультат. Не только то, что просили, но даже больше, по-моему, будет. Ладно, поживем, увидим. Я вижу, что вы точно не пропустите, потому что вы отсюда берете добро какое-то берете, радость берете, либо возможности свои берете, да. Но вот какие-то герои мне идут. Небольшая группа людей, вот они добиваются и они добьются не только для себя, но и для всех. Либо это какой-то будет прецедент, да, когда вот у них получится, и на всех это будет распространяться. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показывают фонтан. Фонтан небольшой, он скорее как маленький фонтанчик, но он бьет из земли, и вы в нем купаетесь. Фонтан – это источник ресурсов, источник восстановления здоровья. Это может быть и любовный фонтан, и фонтан страсти у кого-то может быть. Прям бьет вам, и в ножки бьет, и по тельцу бьет, и на головушку попадает. Прям купаетесь в фонтане. Какой-то источник ресурса. И он прям с вашей, с правой стороны
и, возможно, он уже есть, просто вы еще не пользовались. Либо у кого-то отыграется, что вот-вот и у вас глаза откроются на этот источник, и вы будете в нем купаться, и от него брать, и пить, и да, вообще какая-то благодать наступит. Вот, очень хороший знак. Так, ближе к венцу. Но здесь мужчина и женщина. И у мужчины и у женщины в жизни что-то происходит. Вот как будто бы мельница над ними. И вот колесо мельницы начинает крутиться. А раз мельница крутится, значит, что жизнь продолжается, либо жизнь начинает набирать обороты. Но вот у кого-то прям в жизни действительно закрутится. Либо вы семейная пара, и у вас вот все, что вы хотели, начнет приходить. Да? Мельница будет крутиться, вы будете работать, будет достаток расти, благосостояние увеличиваться. Там и любовь, и дети пойдут, все будет. А у кого-то отыграется, что и для мужчины, и для женщины, кто зашел на эту отсыпку, вот такое будущее приготовили сами высшие силы. Сейчас такое впечатление, что это колесико, оно не работает, оно застопорилось, оно на месте стоит. Вот. И, возможно, да, какие-то есть помехи от темных сил, либо помехи от других людей. Но видите как? По милости Божией колесико закрутится, и жизнь начнет набирать обороты. И все то, чего вы были так долго лишены, о чем мечтали, чего просили, к чему ручки тянули и не могли дотянуться, вот будет вам дано. Да что тут дано? Вы и сами возьмете. Потому что колесо-то крутится, набирает обороты. А зернышки в муку превращаются. Там, где мука, там и хлеб. А где хлеб, там и люди радостные и счастливые. Очень хороший знак. Тьфу-тьфу-тьфу. Да будет так, воистину так и будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.